В эфире информационная программа «Итоги дня». Сегодня расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфелина Алексеева. Добрый вечер. Субсидирование вылетов санитарной помощи, социальные выплаты медработникам и кадровая заполняемость. Финансирование здравоохранения обсудили в рамках круглого стола. Более 260 участников СВО и членов их семей трудоустроили в Якутии в этом году. Такие профессии пользуются спросом. В Якутске стартовал конкурс «Учитель года». За почетное звание и за путевку в финал поборются 19 педагогов. Студенты Якутского колледжа культуры и искусств покажут хореографическое выступление «Аяр-тын». Выпускники представят 17 уникальных номеров. Студентка из Нерюнгри одержала победу на всероссийском конкурсе «Большая перемена». С победительницей встретилась наша съемочная группа. Самозапрет на продажу недвижимости и возможность подтверждать сделки с помощью близких людей продавца – такие предложения прорабатывают парламентарии и эксперты, чтобы защитить россиян от втягивания в мошеннические схемы с жильем. Например, самозапрет на продажу квартиры, который будет работать по аналогии с самозапретом на кредиты. То есть человек сможет установить на госуслугах такую функцию, в результате чего сделки с его недвижимостью будут невозможны. Второе предложение – ввести так называемый механизм второй руки, то есть человека, который бы подтвердил законность сделки. Очевидно, что это должен быть близкий продавцу человек. Питание и проживание в интернатах для учеников школ искусств станут бесплатными. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре одобрил закон, в соответствии с которым расходы за проживание и питание в интернатах федеральных образовательных организаций в сфере искусств будут оплачиваться за счет федерального бюджета. Такое решение было принято на заседании комитета 8 декабря. Финансирование здравоохранения и другие вопросы обсудили в рамках круглого стола. Повесткой собрания в Якутске стали одни из самых актуальных тем. Среди них – субсидирование вылетов санитарной помощи, социальные выплаты медработникам, а также их кадровая заполняемость. По-прежнему важной остается реализация дополнительного лекарственного обеспечения. Сейчас ведется точечная работа для того, чтобы снабдить всеми необходимыми препаратами льготную категорию граждан. На сегодняшний день их число составляет 180 тысяч человек, что составляет около 19% населения республики. Да, существуют определенные моменты, которые связаны с льготным лекарственным обеспечением, но Министерство здравоохранения открыло линию на линии 122. Это горячая линия по лекарственному обеспечению. И если у кого-то где-то закончились лекарства, у льготников нашей льготной категории пациентов, то они, как правило, звонят, и мы уже начинаем, что делать, в ручном режиме мы начинаем этим заниматься, то есть находить препараты и обеспечивать наших пациентов лекарствами. Более 260 участников СВО и членов их семей трудоустроили в Якутии в этом году. На обучение по востребованным на рынке труда республики профессиям направлены почти 50 человек. Какие профессии пользуются спросом и как выстроена работа, узнаем из материала далее. На сегодняшний день план трудоустройства ветеранов боевых действий выполнен почти на 82% по всей республике. Они работают в более 200 организациях и трудятся в самых разных сферах, в том числе ЖКХ. Например, Руслан Ильин, ветеран СВО, многодетный отец. После демобилизации в 2023 году сразу обратился в Центр занятости Амгинского района. Найти работу мне помог Центр занятости населения Амгинского района. Они сказали, что на участке ЖКХ села Алтанцы освободилось место слесаря. Мне посоветовали сразу написать заявление на трудоустройство и начать работать. Я так и сделал. Меня очень быстро оформили, буквально через 2 дня я уже приступил к работе на участке. К слову, республика стала одним из первых регионов страны, где действует квотирование рабочих мест для трудоустройства участников СВО и их семей. С 2012 года в республике действует закон о квотировании для трудоустройства граждан, испытывающих трудности. В апреле 23-го к квоте были дополнительно включены участники СВО и члены их семей. В этом году на профессиональное обучение из них 33 гражданина направлено, 24 это по госпрограмме, 6 это по нас проекту кадры, 2
2 не заняты и 1 по основам предпринимательской деятельности. В основном курсы у нас это охранники 4-6 разрядов, слесарь КПИА, водитель погрузчика, переподготовка с ВНЦ, в основном такие. В рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, реализуются 2 меры господдержки. Первая – это стимулирование найма отдельных категорий граждан. Эта мера направлена на частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы участников СВО и членам семей лиц, погибших в ходе специальной военной операции. Вторая мера – это поддержка работодателей, создающих рабочие места для инвалидов. Программа предусматривает компенсацию до 200 тысяч рублей за оборудование рабочего места для инвалидов 1 и 2 групп, а также ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность. Важно, чтобы, вернувшись с передовой, ветераны смогли найти подходящую им работу с достойной оплатой, чтобы могли обеспечить свои семьи всем необходимым. По вопросам работы в фонд обратилось более 200 ветеранов, участников спецоперации, в том числе более 34 ветеранов с инвалидностью. Около 1119 защитников у нас трудоустроены. Среди ветеранов с инвалидностью этот показатель равен 118 человек. В следующем году количество квот для ветеранов СВО будет увеличено, а поддержка станет еще доступней. Она будет приравнена к тем же условиям, которые предоставляются гражданам с инвалидностью. Для работодателей с численностью работников более 100 человек квота составит 3%. Для организаций, где работают от 35 до 100 человек – 2%. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск. Новогодние подарки детям Донбасса. Якутия совместно с русской гуманитарной миссией доставит 890 сладких подарков воспитанникам детских садов и ученикам школ города Докучаевск, подшефного города Якутии. Сладости упакованы в яркие сумки. На каждый подарок нанесли изображение якутского Деда Мороза Чисхана. Наборы собраны и готовят к отправке в Донбасс. Эта новогодняя акция для Якутии и русской гуманитарной миссии стала доброй традицией. В рамках всесторонней поддержки жителей новых регионов, начиная с 2022 года, Якутия активно участвует и в восстановлении объектов жилья и инфраструктуры в ДНР, и в оказании гуманитарной помощи населению. Детские наборы, детские праздничные наборы к Новому году, они состоят из таких различных конфет в такой красивой упаковке. Бывает зеленого, синего цвета. 20 декабря будут уже на территории Докучаевска для передачи уже непосредственно детям. С 2022 года мы тесно сотрудничаем с Республикой Саха-Якутия, с постоянным представительством в Москве. До этого мы сотрудничали в Кировское, доставляя жизненно важные грузы, теперь в Докучаевске. И речь не только о сладких подарках для детей, речь о фундаментальной масштабной помощи, которую Республика Саха-Якутия делает в Донбассе, а мы выступаем неким логистическим оператором, который помогает доставлять эти все грузы. Это и медицинское оборудование, и различные строительный инвентарь, и все. Сегодня тяжело представить современную жизнь без искусственного интеллекта. Так, в одной из стоматологий Якутска нейросеть уже несколько лет стоит на страже здоровья. Как технология будущего помогает врачам и больным, знает Вероника Таюрская. Якутия – лидер по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизни. Не отстает и медицина. Так, искусственный интеллект и нейросети давно уже стали привычными для врачей-стоматологов, врачей-онкологов и, конечно же, врачей-хирургов. Давайте немножко поговорим об искусственном интеллекте в стоматологии. Итак, искусственный интеллект не заменяет врача-стоматолога, а помогает ему в кратчайшие сроки определить проблемные места и своевременно начать лечение. После получения компьютерной томографии мы используем специальную программу «Диагнокат», который делает нам отчет и анализ ситуации полости рта у пациента. Он выдает нам полный отчет по зубам, по суставам, по необходимым манипуляциям, которые, возможно, есть у пациента. То есть протезирование, имплантация, ортодонтическое лечение и также терапевтическое лечение, то есть кариесы, эндодонтия и так далее. Внедрение искусственного интеллекта – настоящий прорыв для отрасли медицины. В Якутии за счет цифрового разума и передового оборудования врачи могут находить даже малейшие опухоли и тем самым сохранить жизни сотни и даже тысячи людей. Люди на местах видят, когда у них появляются новые аппараты, компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, когда происходит обновление парка диагностического оборудования в поликлиниках. Это невозможно не замечать, потому что у людей появляется возможность проходить диагностику на месте. Цифровизация медицины и внедрение в отрасль искусственного интеллекта
Это помогает врачам в документообороте, анализе результатов КТ, МРТ и рентген-снимков. А с помощью передового оборудования те же самые операции стали более точными и сократили время пребывания пациентов на хирургических столах. Вероника Таирская, Алита Махно, Семен Егоров, Якутск. Центр культуры имени Гагарина заворожил зрителей дыханием танца. Здесь на одной сцене ожили и древние традиции, и ритмы современности. Свой творческий отчет представили будущие хореографы, студенты Якутского колледжа культуры и искусств. Их выпускной показ «Аяр-тын» стал ярким диалогом эпох, где каждый жест – это история. Какие выступления представили они, мы узнаем в следующем сюжете. Пластика, рассказывающая историю народа Саха. Энергия, которая заряжает зал. Каждый блок – отдельная вселенная, но вместе они создают гармоничную картину мира, в котором молодежь чтит корни. 17 хореографических номеров, 4 тематических блока и почти 150 участников. Этот масштабный проект и главный экзамен. В этом году особый акцент сделан на якутских народных танцах, ставших фундаментом программы. А готовили новое поколение танцоров заслуженные работники культуры Якутии. На творческом показе всего будет 4 блока. Первый блок будет состоять, якутская тематика мы будем затрагивать. Далее мы переходим уже к народным. Туда же и северные танцы входят. Далее мы патриотические танцы мы затронули, несколько отечественные бальные танцы и современные танцы, современные направления танца. Это не только постановочная репетиционная работа, да? Это работа и с костюмами, это работа с музыкой, это репетиционная работа со всеми студентами младших курсов. И также мы в этом году пригласили наших, скажем, друзей колледжа, это танцевальные коллективы. Работа действительно колоссальная. Если с костюмами вопрос решался через выбор цвета и фактуры, от природных, нейтральных для якутских танцев до ярких палеток для современных, то с музыкой пришлось проявить изобретательность. С музыкой у нас были некоторые проблемы, так как якутских таких композиций было мало, и некоторые студенты сами заказывали, сами писали композиторам. Образ выбирался по тематике постановки, по жанру и по направлению. Например, у современного блока там могут быть костюмы из пайеток, там разноцветные, а якутские более нейтральные и природные цвета есть. В финале участники получили самую строгую оценку. Работу на сцене детально анализировало жюри из мастеров культуры и искусств, преподавателей и руководителей учебной части. Проект «Аяр-тын» обозначили как дыхание танца, ставшее импульсом для обновления якутской хореографии. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Семен Семенов, Якутск. Сеять разумное, доброе и вечное. По таким девизам в Якутске стартовал конкурс «Учитель года». За почетное звание и за путевку в финал в этом году поборются 19 лучших педагогов. О том, как стартовали состязания, расскажет Саргалана Неустроева. Как бы парадоксально не звучало, но это шумное открытие, лишь затишье перед бурей. Впереди у участников конкурса 2 жарких тура профессионального мастерства. Первый тур – это урок непосредственно образовательное, такое действие. Да. Второе конкурсное испытание первого тура – это педагогическое интервью. В результате первого тура будут выявлены 15 лауреатов по порядку. А затем эти 15 лауреатов будут проходить мастер-класс, блиц-турнир и образовательный форсаж. Примечательно, что подавляющее большинство учителей там молодые педагоги. Впрочем, это не значит, что борьба будет легкой. Каждый из них уже победил однажды в своем районе. И кроме того, от молодого учителя всегда ожидают какой-нибудь креатив. Я работаю учителем географии в течение 5 лет. Я из педагогической династии семьи Борисовых. Все у нас бабушка, дедушка, тети, дяди, они являются учителями. Как молодой педагог я всегда внедряю новые технологии, и изюминкой является физминутка, которая вклинена в тему урока.
От этого конкурса точно можно ожидать новых, если не прорывных методик обучения. Тем более, что некоторые прибыли в Якутск, чтобы взять реванш, и настроены весьма серьезно. Мое участие на республиканском этапе конкурса «Учитель года» уже второе. Первый раз я участвовала в 2017 году, стала лауреатом республиканского конкурса. Ну, надеюсь, что в этом году тоже все получится. Я думаю, каждый, кто сюда пришел, нацелен на победу, а тогда смысл участия в конкурсах, мы прежде всего должны быть нацелены на победу. Итоги конкурса подведут уже в эту пятницу. Тогда же и станет известно, кто завоевал звание «Учитель года». К слову, оценят работу конкурсантов не только их более опытные коллеги, но и родители с детьми. Поэтому победу участника точно можно будет назвать народной. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Виктор Дичковский, Якутск. Саха-академический театр торжественно отметил юбилейный бенефис заслуженной артистки России и народной артистки республики Изабеллы Николаевой. 2 вечера, прошедшие под названием «Театр. Мое сердце, моя душа, моя судьба», собрали полные аншлаги. Это яркое событие было посвящено более чем полувековому творческому пути Изабеллы Николаевой, чье имя неразрывно связано с историей и развитием якутского театрального искусства. Артистка создала множество незабываемых образов, воплотив на сцене героев русской, мировой и национальной драматургии. Текущий год, в который Изабелла Николаева отмечает свое 75-летие, принес ей ряд престижных наград. Я хотела порадовать своих зрителей в основном такими комедийными отрывками, поэтому выбрала вот из таких спектаклей больших, да, комедийные отрывки, в котором я сама играла лично, да. Поэтому ну, как-то это вспомнила, что было лет 15, 20, 10, 8, 7 лет назад, вот так вот как бы. При поддержке Алроса в Якутске завершился медиа-хакатон «Творческий интенсив для школьников», организованный целевым фондом будущих поколений республики и алмазной компанией Алроса. 60 участников из 12 команд работали над созданием видеопроектов по заданиям от местных брендов. Какой проект стал лучшим, узнаем далее. Из более чем 100 заявок на медиахакатон отобрали 60 талантливых школьников. В течение 3 дней они создавали медиапродукты в командах, где у каждого была своя роль. Оператор, монтажер, дизайнер, аниматор и саунд-дизайнер. По итогам работы победу одержала команда 11. Команда представила кейс от бренда национальных головных уборов «Аина». Продюсер София Петерсон, которая также стала лучшим монтажером, отмечает, что командная сплоченность помогла добиться победы. От каждого человека была частичка своей помощи, и вот с помощью всего вот этого мы добились 1-го места. Сейчас активно развивается медиасфера, вот, и я считаю, что очень хорошо, что об этом не забывают, это развивают. Я хочу поблагодарить всех организаторов, все, кто сделал вот этот вот масштабный проект. Медиахакатон проходит в республике 4-й год при поддержке целевого фонда будущих поколений и Алроса. Масштаб растет, вводятся новые направления, а задания основаны на реальных запросах брендов. Здесь можно проявить себя в том плане, чтобы ты мог представить свой продукт именно наиболее выигрышным образом, для того, чтобы он был действительно востребован. Мы работаем вместе с компанией Алроса. Мы, когда разрабатываем разные такие проекты в рамках парка будущих поколений, да, то мы считаем, что предпринимательские навыки – это как раз-таки то, что превращает творчество в индустрию. Многие участники продолжают путь в медиасфере, поступают в профильные вузы, работают в студиях, создают собственные проекты. Медиахакатон и дальше будет объединять талантливых ребят, а целевой фонд будущих поколений совместно с Алроса поддерживать молодые кадры. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В канун знаменательной даты Алдан с рабочим визитом посетила делегация. Что представили алданцы, расскажут мои коллеги.
В медиацентре Алданского центра помощи детям-сиротам идет производственный процесс. На 3D-принтере печатаются специальные браслеты. Они предназначены для участников спецоперации, получивших ранение кистей. В специальные отверстия можно вставить столовый прибор или ручку. К отправке подготовлены новогодние поздравления для бойцов от воспитанников. О том, какая поддержка оказывается военнослужащим, педагоги рассказали членам республиканской делегации, которые посетили Центр помощи детям-сиротам в рамках рабочего визита в Алданский район. Взаимодействуем с другими детскими домами республики, значит, по их выпускникам, которые находятся там в зоне СВО. Вот, то есть, и здесь непосредственно работаем по без вести пропавшим, значит, по погибшим, то есть сегодня. Вот, и, то есть работа ведется в рамках проекта. Помогаем, чем можем. Это и посылки, письма сегодня, и, безусловно, значит, сети. Рабочий визит республиканской делегации в Алданский район состоялся в рамках республиканского форума «Вместе к победе», который посвящен поддержке участников специальной военной операции. В состав делегации вошли министр по делам молодежи Якутии Петр Шамаев, заместитель председателя Госсобрания Илтумен Александр Подголов и руководитель Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса Георгий Куркутов. В Алдане гости посетили учреждения образования и познакомились с представителями добровольческих и общественных организаций. Алданский район на сегодняшний день является одним из лидеров в этом направлении. И посетив общественные организации, на самом деле я убедился, что работа ведется огромная, на добровольной основе. Есть контакт и понимание с местной администрацией, что зачастую бывает очень редко на самом деле. И идет продукция безостановочно. Руководитель Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса Георгий Куркутов отметил, что именно благодаря помощи добровольцев осуществляется связь тыла и передовой. Между волонтерскими организациями Алданского района и фондом помощи и поддержки Донбасса налажено продуктивное взаимодействие. Волонтеры Алданского района принимают здесь самое активное участие. Мы в нашей транспортной логистике, конечно же, вплотную и тесно сотрудничаем, как и по наземной отправке нашей техники, которая сегодня востребована на фронте, так и разнообразная гуманитарная помощь, как и адресные посылки, так и продукция волонтерских организаций. В завершении встречи с коллективом Центра помощи детям-сиротам гости посетили мемориал, установленный неподалеку от игровой площадки в память о бойцах, бывших выпускниках Центра, погибших при выполнении задач спецоперации. Отметим, республиканский форум «Вместе к победе» продлится до 20 декабря. К главным его целям относится как помощь участникам СВО и их семьям, так и поддержка волонтеров, которые также всемерно помогают военнослужащим и их близким. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Студентка из Нерюнгри одержала победу на всероссийском конкурсе «Большая перемена». 6-й сезон флагманского проекта «Движение первых» в этом году прошел в Нижнем Новгороде. Финал собрал 600 студентов со всей страны. С победительницей из Нерюнгри встретилась наша съемочная группа. Этот год стал последней возможностью Анжелики попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена», так как девушка обучается на 4-м завершающем курсе Южно-Якутского технологического колледжа. Это мой первый и последний раз. Я решила выложиться на полную для того, чтобы весь мой накопленный опыт за столько лет участия в различных мероприятиях не прошел даром. В конкурсе «Большая перемена» оценивают не только академические успехи, но и социальную инициативу, лидерские качества, способность мыслить нестандартно и действовать в команде. У нас первые дни были разогревочные, очень много лекций, квизов, разных, даже мастер-классов, чтобы мы были готовы к работе. У нас командные компетенции были, то есть это работа в команде, когнитивная гибкость, вот такие вот компетенции, которые очень важны. Наставником Анжелики выступила Елена Бекетова, преподаватель Южно-Якутского технологического колледжа. Подготовка была тщательной и разноплановой. Отсюда и результат. По итогам конкурса Анжелика стала лауреатом первой степени и получила сертификат на сумму 1 миллион рублей. Подготовка на самом деле Анжелики длилась не 1 год. Она участвовала во многих мероприятиях. Это и была и проектная деятельность, и участие в олимпиадах, где она оттачивала как раз-таки свое мастерство
мастерство говорить, мастерство придумывать какие-то креативные проекты и так далее. Как сказал Антон Павлович Чехов, талант – это прежде всего труд. И Анжелика на самом деле очень много трудилась над развитием своих компетенций. Она их оттачивала много лет и пришла к достаточно шикарным результатам, о чем показывает ее победа в большой перемене. Для Анжелики и ее наставника участие в конкурсе стало ценным опытом командной работы, умению слышать друг друга и объединять разные идеи в единое целое. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Во Владивостоке 6 и 7 декабря в кинотеатре «Уссури» прошел показ якутского фильма «Как стать боссом». Фильм снят в жанре криминальной комедии и основан на реальных событиях. В сюжете двое друзей неожиданно становятся новыми боссами бандитской группировки. Режиссер Аял Струкин, в главных ролях Виталий Щукин и Иннокентий Хабуев. Фильм пришли посмотреть студенты, земляки старшего поколения, а также сами местные жители. Зрители подчеркнули важность показа якутской комедии во Владивостоке. Сегодня посмотрели «Как стать боссом», фильм от Hits Production. Могу сказать, что якутский кинематограф, он очень сильно развит. У нас в Якутске, в частности, жанр комедия. И фильм вышел очень интересным, очень смешным, очень профессионально снято. Все очень сильно понравилось. Я бы посоветовала всем посмотреть фильм, потому что якутская комедия, она очень смешная, мне кажется. В ней есть своя какая-то изюминка, шутки свои какие-то. Очень интересно. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.